Дефицит республиканского бюджета за неполный 2014 год составил 577 миллионов рублей. Об этом сегодня на заседании правительства Северной Осетии доложила министр финансов Наталья Царева. За 9 месяцев текущего года в республиканскую казну поступило 15 миллиардов рублей. Из них 5 – это собственные доходы, что заметно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наблюдается существенное снижение поступления от акцизов на алкоголь и нефтепродукты. Государственные деньги в основном тратят на социальную сферу, образование и медицину. Все обязательства по межбюджетным взаимоотношениям с муниципальными образованиями выполнены в полном объеме. На социальную поддержку населения направлены более 70% от годовых бюджетных назначений. Объем госдолга уже превысил 8 миллиардов рублей. Людмила Караева представила в музее имени Туганова собственную выставку с необычным названием «Реабилитация красоты». Здесь собрано около 40 скульптур, и каждая индивидуальна. В коллекции органично сочетаются фигуры из бронзы, камня, мрамора, дерева и пластика. Этот жанр называют самым опасным в творчестве. Возможно, именно поэтому он и был так привлекателен для художников во все времена. Работы Людмилы Караевой регулярно выставляются в лучших музеях Франции, Австрии, Нидерландов и Италии. А в Северной Осетии персональная выставка представлена впервые. Сколько я себя помню, столько я занималась творчеством, потому что, я не представляю, как без этого вообще можно жить. Религиозные деятели Южного военного округа собрались во Владикавказе. 35 священнослужителей принимают участие в учебно-методическом сборе специалистов по работе с верующими военнослужащими. Это представители как христианства, так и ислама. Участники учебно-методического сбора обсудят актуальные проблемы армии. Своим долгом они считают поддержку молодых солдат и укрепление их боевого духа. Форум продлится 3 дня. Завтра же в Южной Осетии его участники проведут крестный ход. А 13 ноября представители духовенства возложат цветы к мемориалу город Ангелов в Беслане. Никаких, треволнений или какого-то неприязни по отношению одной религии к другой практически нет. Священнослужители Русской Православной Церкви с большим вниманием и добротой относятся к военнослужащим, которые исповедуют ислам или другие традиционные для России религии. Помогают им встретиться со своими духовными наставниками. Поэтому я вижу, что такое правильное устроение военного духовенства в вооруженных силах, оно поможет в первую очередь людям прийти к Богу. В Москве прошли общественно-научные чтения на тему «Мария Ясыня. От Аланской княжны до святой русской княгини». В работе форума приняли участие сотни людей. В их числе представители североостинских властей. От имени главы республики Таймураза Мамсурова гостей поприветствовал спикер парламента Алексей Мачнев. В этот же день в храме Христа Спасителя открылась выставка детского рисунка воспитанников художественной школы имени Тавасиева. Она также посвящена Великой княжне. В завершении научной программы дня участников конференции ждал концерт и показ документального фильма Любови Акелиной «Аланское подворье». Добавим, что оглушительный успех на форуме имели выступления Государственного камерного хора «Алания», заслуженного артиста Северной Осетии Вадима Чельдиева и московского ансамбля танца «Алания». Княгиня сегодня учит нас свято беречь и чтить свои истоки, черпать в них силы для созидания будущего. Трудами предшественников закладывалось величие нашего многонационального Отечества. Так пусть внимание к Марии Ясыне станет данью глубокого уважения к духовному наследию нашей общей Родины, Великой России.